Пожар вспыхнул в здании Центра духовной культуры «Дом Арчи» в Якутске. Подробности с места событий. Пополнение автопарка. Насколько улучшилась материально-техническая база Алданского политехникума. Пожарная академия в Якутске. Открылся образовательный центр для школьников. В эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Пожар вспыхнул в здании Центра духовной культуры «Дом Арчи» в Якутске. На месте работают пожарные и наша съемочная группа. И сейчас с нами на прямой связи корреспондент Якутии-24 Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Василий. Ну, в эти минуты пожар уже практически потушили. За моей спиной вы видите то самое место, где непосредственно начался сам пожар. Очаг заметили сами работники, но получается, они заметили его уже поздно, потому что пожар вовсю здесь уже полыхал. В этой части здания непосредственно находился, центр проведения обряда очищения. И самое ценное, что здесь находилось, это священное дерево Алукмас. Ничего ценного практически здесь также не было. Но работники, те, кто находились внутри здания, по мере возможности с собой попытались захватить все самое ценное. Это получается компьютеры, принтеры и кое-какие документы. Но я хочу сказать, что здание принадлежит собственности мэрии. И работы также проводились за счет городской администрации. Да, Дмитрий, спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Мы продолжим следить за развитием ситуации. А как же правильно вести себя во время пожара и как оказать первую помощь? В Якутске открылся образовательный центр «Пожарная академия». Там каждый желающий школьник может проверить на себе, подходит ли ему профессия пожарного. С подробностями наш корреспондент Александр Зубехин. В академии работают инструкторы, которые имеют специальное образование. Они будут обучать пожарной безопасности и правильному поведению во время пожара. Все это нужно для того, чтобы предотвратить случаи пожаров по вине детей и взрослых. В проекте принимают участие более 10 общеобразовательных школ. Это 1500 учащихся из города Якутска и пригородов в возрасте с 10 до 17 лет. Несмотря на то, что образовательный центр только открылся, школьники уже знают немало. Мы можем спастись, находясь в закрытом помещении на последнем этаже какого-нибудь 10-этажного здания. Наша дружина, которая состоит из половины класса, может спокойно вывести всю школу из пожара. То есть мы знаем все эвакуационные выходы, мы научились правильно их распознавать, как правильно нужно смотреть на них, что нужно делать. В течение года дети узнают, что такое пожарно-техническое вооружение и оказание первой помощи. Юные дружинники благодаря проекту смогут проводить профилактику пожаров в своих школах. В целом открытие академии позволит привлечь большее количество заинтересованных ребят. По итогам наших занятий дети будут соревноваться по пожарно-прикладному спорту. И также будут у нас итоговое мероприятие будет слет, который называется «Юный пожарный». Проект дает для учащихся профориентационную работу. В рамках открытия работали 3 диалоговые площадки. Дети имели возможность предложить программу современного урока по пожарной безопасности, в том числе профилактическую работу по предупреждению и тушению пожаров. Эта программа расписана до 1 июля 2019 года. Мы детей максимально хотим обучить мерам пожарной безопасности, что необходимо соблюдать в повседневной жизни и в школе, и дома, и соблюдать требования правил пожарной безопасности. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск. С 1 по 3 октября территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Нерюнгринском районе открывает горячую линию по вопросам граждан и субъектов предпринимательства, а также защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Телефон вы видите на своих экранах.
Жители столицы получили консультации по вопросам экологической безопасности, охотничьего мониторинга и лесного хозяйства. Министерство экологии республики организовало День открытых дверей на площади Орджоникидзе. Мероприятия посвящены 24-й годовщине со дня образования Министерства. Для общественных инспекторов охраны провели образовательный семинар. Обсудили вопросы совершенствования системы государственного экологического контроля и мониторинга на территории Якутии. Инаугурации при вступлении в должность Арсений Сергеевич отметил о том, что первым указом, который он подписал, является указ об экологическом благополучии населения Республики Саха-Якутия. В целях реализации этого указа будут приняты конкретный ряд мероприятий, обновлена государственная целевая программа по охране окружающей среды. И в конечном итоге мы получим благополучную, зеленую, процветающую республику. От деталей до экскаваторов, тысячи наименований и тонны груза. Логисты подразделения «Алроса» Ленского отделения управления материально-технического снабжения все принимают, сверяют и учитывают. Тему продолжит Марина Крутихина. Такое мощное предприятие, как акционерная компания «Алроса», не может существовать без соответствующей подготовки производства и групп стратегического товара. Выполнение этих задач возложено на управление материально-технического снабжения. Если говорить о стопроцентном объеме всех поступающих ресурсов, то примерно 95-97% проходит через Ленское отделение УМТС. Если говорить об объемах, то это вот в текущем 2018 году это порядка 135 тысяч тонн различных светлых нефтепродуктов. Если говорить о технических грузах, это примерно 125-128 тысяч различного технического груза. В структуре предприятия 5 товарных комплексов – цементный, металлобаза, нефтебаза, склад взрывчатых веществ и центральная база. У каждого свое направление работы. С их территории ежедневно уходят десятки машин с контейнерами. Объемы большие. Особенно тяжело приходится в навигационный период. Я считаю, что работа очень тяжелая, учитывая, что все погодные условия, что навигация у нас начинается с 13 мая, заканчивается в прошлом году 23 октября. Была уже шуга, принимали мы последнее судно. Вот, холодно, как видите, все, но тем не менее девочки свою работу очень любят и дорожат. Докеры и товароведы работают вместе. Одни ведут учет, другие – разгрузку. В помощь технический парк предприятия. Специфика работы логистов такова, что в производственном процессе участвуют самые разные автомобили и техника. Наша база механизации на сегодняшний день насчитывает 39 единиц различной техники. 9 единиц – это у нас козловые краны, 2 единицы – это у нас башенные краны. Значит, определенное количество автопогрузчиков различной грузоподъемности и различных модификаций. И погрузочная техника, то есть это погрузчики для осуществления погрузки сыпучих грузов. Ну и, соответственно, специализированная техника для подготовки, расчистки площадок, особенно в зимний период. Благодаря слаженной и умело организованной работе коллектив ежегодно выполняет и перевыполняет производственные планы. Через руки логистов проходит широкая линейка грузов. От маленькой детали и тканевых перчаток до огромных экскаваторов. Все надо принять, оформить, сверить, учесть и переработать. С этой задачей предприятие успешно справляется на протяжении многих лет. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Материально-техническая база Алданского политехникума улучшается. В этом году пополнился автопарк. Средства на развитие центров экономического роста Якутия получила из федерального бюджета. Деньги были распределены между 6 СУЗами. Что приобрела Алданская кузница промышленных кадров, узнавала Татьяна Вахнина. Этот компактный и простой в обслуживании автогрейдер появился в гараже Алданского политехнического техникума в наступившем учебном году. Студенты, осваивающие специальности, связанные с тяжелой техникой, уже ознакомились с основными принципами его функционирования. Задач, возлагаемых на автогрейдер, масса. Он будет использоваться для расчистки автодрома, а также для уборки снега как на территориях учебных корпусов, так и на улицах города. Будет предназначен для обучения практического, участия
будет принимать, так говорить, в соревнованиях ворчил молодые специалисты. Средства на покупку чудо-техники были выделены из федерального бюджета. В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Минобразования Якутии распределило деньги между 6 СУЗами республики. Для нашего техникума приоритетами сегодня является развитие таких профессий и таких компетенций в соответствии со стандартами WorldSkills. Это, во-первых, подготовка машинистов на открытых горных работах, подготовка машинистов дорожно-строительных машин, электрогазосварочное производство, мастера по ремонту автомобилей и химический лабораторный анализ. Именно по этим 5 компетенциям все это оборудование приобретается. Автогрейдер не единственное приобретение. В одной из аудиторий был оборудован электронный стрелковый тир. Помимо уроков ОБЖ на его базе открылась секция по стрельбе. Кроме того, в техникуме будут проходить соревнования районного уровня. Остальные новинки будут доставлены в ближайшие недели. Ждем поступления погрузчика, экскаватора и бульдозера данной компании, арочного гаража по современной технологии. Благодаря полученным средствам автопарк увеличится на несколько единиц тяжелой техники и 4 легковых автомобиля. Помимо закупленных новинок, в этом году одним из золотодобывающих предприятий техникуму был передан бульдозер. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В поселке Беркакит Нерюнгринского района сегодня открывают новый фитнес-комплекс. Спортивную площадку для жителей поселка построила компания БелАЗ-24. Напомню, год назад в Нерюнгринском районе официальный представитель ввел в эксплуатацию Центр технической поддержки карьерной техники БелАЗ. И наш корреспондент Александра Цыбикова готова рассказать подробности с места событий. Мы находимся на открытии фитнес-площадки, которую любезно предоставил БелАЗ-24. Рядом со мной находится директор общества с ограниченной ответственностью Центр технической поддержки БелАЗ-24. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, с какой целью поставлены эти снаряды и на кого они рассчитаны? Добрый день. В первую очередь, конечно, поставлено с целью развития и популяризации здорового образа жизни, чтобы дети чем-то занимались, развивались, двигались. И не только дети, конечно. То есть все жители данного поселка мы бы хотели, чтобы завтра приходили, занимались спортом, шли только вперед. А основной и главной, скажем так, целью еще было, это, конечно же, завод сегодня отмечает 70 лет. То есть это большая дата для него. Он организован был в 1948 году, именно после, скажем так, становления или в период становления после Великой Отечественной войны, в самые трудные годы, в самые тяжелые годы для страны. И мы понимаем, что все-таки то поколение, которое росло, оставило очень хороший след. И мы сегодня также хотим, скажем так, что-то оставлять за собой. И в завершении выпуска Мирнинский район принял участие в полуфинале конкурса муниципальных стратегий, состоявшемся в Москве в Общественной палате России, и был отмечен в 2 номинациях. Алмазный край представил свою стратегию социально-экономического развития до 2030 года и был единственным участником из Якутии. Как победитель одной из номинаций, Мирнинский район примет участие в форуме стратегов, который состоится в октябре в Санкт-Петербурге. К этой минуте у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.